Пневмония до сих пор остается одним из самых распространенных заболеваний, и это несмотря на все усилия, предпринимаемые медиками. Согласно статистике, от воспаления легких ежегодно умирает более 2 миллионов человек. Переходя от одной стадии к другой, этот недуг может постепенно поразить легкое. При пневмонии поражаются альвеолы, это мешочки, в которых происходит газообмен, нарастает отек, увеличивается количество клеток воспаления, и на фоне этого развивается пневмония. Инициаторами развития пневмонии чаще всего бывают бактерии, вирусы, такие как аденовирусы, коронавирусы, грибы, и в некоторых случаях мы выявляем и простейшие. Всемирный день борьбы с пневмонией ежегодно отмечают 12 ноября. Цель – профилактика и лечение заболевания. Этот недуг поражает нижние дыхательные пути. Симптомы пневмонии варьируются от легких до тяжелых, в зависимости от таких факторов, как тип микроба, вызывающего инфекцию, возраст и общее состояние здоровья. Заболевание само начинается остро, с повышения температуры тела свыше 38 градусов. И по мере прогрессирования данного процесса нарастают такие симптоматики, как присоединяется кашель. Изначально кашель бывает сухой, и по мере интенсивности кашель переходит во влажность, выделение мокроты. И в зависимости от цвета, консистенции, мокроту при пневмонии мы называем ржавой. Также появляется одышка, при головные боли, боль при вдохе. Пневмония – воспалительный процесс легочной ткани инфекционного происхождения, уносит жизни больше, чем СПИД, малярия и кор вместе взятые. Опасность инфекции в том, что она распространяется воздушно-капельным путем, и ее легко принять за ОРВИ, грипп или обычную простуду. Если ее запустить, последствия могут быть неутешительными. Заболеть пневмонией может любой человек. Также пожилой возраст, особенно у людей старше 65 лет, они больше подвержены риску развития осложнений после пневмонии. Младенческий возраст, дети дошкольного возраста, нездоровый образ жизни, наличие вредных привычек, такие как курение, ведь курение пагубно влияет не только на легкие, но и в целом на организм. Также, если же идут нарушения со стороны иммунной системы, если имеются иммунодефицитные состояния, в таком случае тоже люди подвержены риску развития пневмонии и развитию осложнений. Врачи напоминают, важно знать, что повседневные заботы и отсутствие времени на визит к врачу вовсе не оправдание халатному отношению к собственному здоровью. Заболевание серьезное, ведь, как показывает статистика, каждый 64-й пациент умирает от этого недуга в результате самолечения. Очень важно вовремя обратиться к доктору. Плюс у нас созданы все условия для того, чтобы обратиться, пройти определенный комплекс обследований, чтобы назначили лечение. Плюс еще хочу отметить очень часто слышу от пациентов, это то, что они не могут прийти, то есть не смогли прийти. Бывает и так, что дома маленькие дети. Да? У нас еще практикуется то, что они могут просто позвонить в регистратуру и оставить вызов. Любой врач, любой специальности сразу же в течение 8 часов выйдет на дом и посмотрит пациента. И при необходимости дальше назначит и лечение, и обследование. Сегодня, благодаря прививкам, человек может защититься от 27 серьезных заболеваний. Медики призывают население не пренебрегать своим здоровьем. Предупредить болезнь необходимо, чтобы не допустить осложнений, отмечают врачи. Есть календарь прививок, по которому каждой маме в случае детей, в случае взрослых, разъясняется, когда и какие прививки делать. По своему менталитету я в основном выслушиваю отказы, да, в основном у нас отказы идут от мужского населения, то есть нам запрещают мужчины, дома мужчины. В профилактике пневмонии нет ничего сложного. Элементарные меры предосторожности могут спасти вас от нежелательных последствий. Это поддержка иммунитета, исключение фактора переохлаждения, санация носоглотки. Амина Зязикова, Билал Ахильгов, Магаз 24.